Ищи победу в поражении. Возрождай жизнь в пустыне. Твори чудеса в долгом путешествии. Новые первопроходцы отправляются в дорогу по Великому Шелковому пути. Это длительное путешествие и сейчас остается весьма непростым. По прошествии времени Шелковый путь сильно изменился. Но в сердцах людей все так же живет мощная мотивация. Это совсем новый Шелковый путь и новая история, которая с ним связана. Продюсер Ху Джаньфань. Исполнительный продюсер Ло Мин. Продюсеры Джоу Янь, Ши Янь и Ши Шилунь. Режиссер Чэнь Сяоцин. Великий Шелковый путь. Путешествие продолжается. Серия 1. Дальние края. Вечные мечты. Проходя там, где соседствуют день и ночь, Европа и Азия, пересекая 11 временных поясов и 15 миллионов квадратных километров, Великий Шелковый путь на протяжении тысячелетий сохранял свое мировое значение. Эта древняя транспортная сеть, связывающая Европу и Азию, расскажет нам об открытиях и путешествиях, горестях и радостях бесчетного множества людей. Джаосу. Джаосу находится в 4000 километров от Пекина, возле самого дальнего участка китайской границы. Эти тихие пастбища ждет величайшее событие года – скачки. Нуриболи – 10-летний казахский мальчик. Он приехал сюда с наездником-отцом, чтобы посмотреть на скачки вживую. Для Нуриболи это будет самый первый опыт. В скачках в игре Кокпар кроется ключ к пониманию культуры кочевых народов Средней Азии. Этот традиционный вид спорта позволял собрать в одном месте лучших лошадей и самых искусных наездников, которые демонстрируют молниеносную реакцию и умение работать в команде. Согласно тысячелетней традиции, участие в Кокпаре было необходимо для того, чтобы пастух стал воином. Нуриболи очень хочет показать своему отцу все, что он умеет. Всадники, окончившие скачку, готовы помочь ему с тренировкой. Казахи – это нация всадников. Лошади для них не только транспортное средство, но и источник гордости, передающийся из поколения в поколение. Иди сюда. Нуриболи потерпел неудачу. Чтобы стать первоклассным наездником, ему еще придется долго тренироваться. Некогда лошади
позволили людям развить доселе невиданную скорость и возможность попасть в неведомые края. Империя Ахаменидов. В первом веке до нашей эры, Империя Александра Македонского. благодаря стремительной кавалерии, Римская империя. Рим, Империя Хань. Персия и Китай почти одновременно превратились в великие империи. Неизбежным следствием стал культурный обмен Империя Хань. между цивилизациями Европы и Азии. Персидская империя. Великий шелковый путь ждал своих первооткрывателей. Римская империя. – 138 год до нашей эры стал новой вехой в истории. В Чанане, столице династии Хань, молодой человек по имени Джань Цань устремил свой взор за пределы Великой Китайской стены. Он бросил вызов степям, горам и пустыням, полагаясь лишь на свои ноги. После 10 лет суровых испытаний Джань Цань вернулся, не сумев выполнить миссию до конца, но он принес весть о ферганских лошадях. Китайцы впервые осознали, насколько велик этот мир. Тот год, когда Джань Цань выступил на Запад в роли посла, позднее нарекли годом рождения Великого Шелкового пути. Попытки добыть ферганских лошадей вылились в грандиозную эпопею, дошедшую к нам через века. Великий Шелковый путь хранит память о тысячелетних традициях, удивительных товарах и разных образах жизни. Некогда в уезде Джаосу находилась крупнейшая китайская конеферма, поставившая более 10 тысяч боевых коней. Кавалерия давно ушла в прошлое, но в этих краях лошади все так же считаются самым ценным имуществом и занимают центральное место в жизни людей. Один необыкновенный человек усердно трудится, чтобы вернуть этой конеферме былую славу. Двое позади. Скорее. 44-летний Цяо Чуньцзань, управляющий племенной конефермой в Джаосу и тренер местных жокеев. Очень скоро у него появится шанс показать все, на что он способен. На скачках многое зависит от того, в какой лошадь форме. Если уж и тренируете, то делайте это как следует. Нельзя просто стоять и болтать, теряя по 20 минут. Это бессмысленно. Каждый день Цяо Чуньцзань первым приезжает на конеферму, чтобы понаблюдать за работой жокеев. В верховой езде, как и в других видах спорта, есть масса тонкостей, начиная с разминки и заканчивая повышением выносливости лошадей. Из-за малейшей оплошности может пострадать ценное животное. Однако от коннозаводчика до спортсмена-жокея лежит долгий путь. Во всех областях прогресс приходит с накоплением знаний. Весь мир смотрит на восток, Китай смотрит на запад. Бесчетное множество людей вдоль Великого Шелкового пути трудится в надежде поймать удачу за хвост. Цяо Чуньцзань, простившись с родными, отправляется в путь, чтобы одержать победу. В Киргизстане, отделенном от него всего одной горой, господин Абакиров занимается поиском перспектив развития бизнеса. А в Средней Азии, отвечающий за стройку нефтезавода Джуцань, делает все возможное, чтобы вовремя начать производство. Бишкек. Киргизстан – страна в горах Центральной Азии. Этот край находился под владычеством многих государств. Здесь происходила борьба за власть разных держав, простиравшихся вдоль Шелкового пути. В президентском дворце Киргизстана проходит конференция под названием «Форум Микендештер»,
Этот форум, задуманный и организованный экс-президентом страны Розой Атунбаевой, собрал различных представителей элиты Киргизстана, начальников управлений, банкиров, промышленных магнатов, изобретателей, икон стиля. От них зависит будущее экономики Киргизстана. В свои 36 господин Абакиров заведует компанией, работающей с применением передовых технологий. Это группа молодых бизнесменов «Надежда Киргизстана в области экономического развития». Мне кажется, что советское прошлое уже давно как бы исчезло, и нам нужно строить новую экономику, которая будет основана на свободных рыночных отношениях. Поэтому вот в этом направлении нам и нужно двигаться. Предприятие Абакирова одно из немногих в Киргизстане работает с применением новейших технологий. Он убежден, что именно они могут стать двигателем прогресса в экономике страны. Однако господин Абакиров столкнулся со множеством проблем. Вначале в его компании было 30 сотрудников, сейчас остался десяток. Для него это серьезный удар. Господин Абакиров учился в Японии. На рабочем месте у него висит одно из главных его сокровищ – образец каллиграфии, привезенный им из Японии. Этот иероглиф значит «мечта». Я все-таки хотел бы дальше продолжать заниматься бизнесом. И сейчас мы платим налоги, даем рабочие места, несем какую-то идею. Это, мне кажется, то, чем я мог бы быть полезен нашей стране сейчас. Киргизы – одна из старейших народностей Центральной Азии, но Киргизстан – молодая страна. Эти заводы – наследие Советского Союза, большинство из них сейчас закрыто. На этих руинах Киргизстан постепенно восстанавливает свою экономику. В наши дни традиционный уклад жизни киргизов претерпел значительные изменения. Иян – 22-летняя дуганка из Центральной Азии. Дунгане – это представители народа хуйдзу, эмигрировавшие в Киргизстан из Китая более 100 лет назад. Сейчас их около 60 тысяч. Это четвертая по численности этническая группа в этой стране. Иян родилась в семье мусульман. Но ее жизнь сильно отличается от жизни женщин, живущих по старинке. Иян работает у своего отца на крупнейшем рынке Киргизстана – Дардой-базары. Все товары в ее лавке привезены из Китая. У нас здесь только детские игрушки, и все они из Китая. Китайские вещи хорошо продаются, а то бы я их не продавала. Ходкий товар. В Дардой-базары Иян начала новую самостоятельную жизнь. Семейный двухэтажный магазинчик состоит из 4 контейнеров. На первом этаже находится сам магазин, а на втором – склад. Дардой-базары сам по себе удивителен. Он возник из ниоткуда. Его построили в пустынной местности из 1000 контейнеров. А затем, за короткий период, он стал крупнейшим в Центральной Азии. По средним оценкам, Дардой-базары дает около 55 тысяч рабочих мест. Здесь можно купить товары со всего света, но ведущим поставщиком все же остается Китай. За последние десятилетия объемы торговли между Китаем и Киргизстаном выросли в 10 раз. Китай стал вторым крупнейшим торговым партнером этой страны. За день я могу заработать 20-30 тысяч сомов, а иногда 10. Все зависит от того, как идет торговля. Я не знаю, сколько зарабатываю в месяц или год.
Экономическое развитие стран, лежащих вдоль Великого Шелкового пути, в особенности стремительное развитие китайской экономики в последние 30 лет, создало условия для роста товарооборота. Дардой-базары открывает перед Айян отличные перспективы. В западной части Шелкового пути, в Италии, тоже живут люди, Прато. которые поднимают экономику за счет упорного труда. Центральная площадь, церкви, колокольня и фонтан в городе Прато сохранили облик, созданный много веков назад в эпоху Ренессанса. Всего в одном квартале от площади находится крупнейший в Италии храм китайских буддистов. Он играет важную роль в жизни местных китайцев. Изначально это был склад текстиля. Но местная китайская община собрала средства и превратила его в храм Пухуа-Сы. Цзинь Сяоцин руководит предприятием, выпускающим текстиль. Она приехала в Прато в числе первых китайцев. В этом итальянском городе китайцы сохраняют свой склад жизни и традиций, которых придерживались в Китае. Почти каждый день в Прато проходят китайские банкеты. Их посещение стало частью повседневной жизни Цзинь Сяоцин. За 20 лет в Прато сформировалась одна из крупнейших китайских общин в Италии. Когда сюда приехала Цзинь Сяоцин, этот город был большим текстильным центром Европы. Десять лет спустя она смогла открыть собственную фабрику. В Прато приезжает все больше китайцев. У них нет ничего, кроме столь характерного для этой нации трудолюбия. Когда фабрика только открылась, нас было 3. Мой отец, младшая сестра и я сама. Через некоторое время к нам приехала мама, мой младший брат и старшая сестра. Вся моя семья. Сейчас компания Цзинь Сяоцин продает около 8000 вещей в день. Их продукция продается по всей Европе. И благодаря этому постепенно меняется отношение местного населения к китайцам. Государственная служба провинции Неаполь. Внезапно разразившийся кризис нанес серьезный удар по экономике многих европейских стран. В Риме люди вышли на демонстрацию. Они протестовали против снижения доходов и роста уровня безработицы. В европейском текстильном центре Прато тоже началась депрессия. К 2002-му продажи стали постепенно снижаться. Некоторые уехали в Румынию, продав свой бизнес китайцам. А китайцы увидели в этом выгоду и взялись за дело. Нам нужно 5 зеленых. Китайцы вошли в местную текстильную промышленность 10 лет назад. Благодаря использованию дешевого качественного сырья, Прато смог вернуть себе статус центра текстильной промышленности. Жизнь Цзинь Сяоцин, как и у всех местных китайцев, вращается вокруг работы. Я привыкла обходиться малым. Многие спрашивали, как я могу все время напряженно трудиться, и счастлива ли я. Если у меня есть время, я иду проверить, как идут дела на моей фабрике. Цзинь, дай поцелую. Только 1 раз. И еще один. 10 лет назад Цзинь Сяоцин была простой работницей.
А сейчас многие местные корпорации являются ее бизнес-партнерами. Компания Цзинь Сяоцин занимается только продажами, а все производство осуществляют местные предприятия. Тоскана, область, в которой находится Прато, славится своими прекрасными винами. Как и в случае со многими другими предпринимателями, чьи судьбы связаны с шелковым путем, жизнь Цзинь Сяоцин тесно переплетена с жизнью местного общества. Джаосу. В июле на равнинах Джаосу начинается сенокосная пора. Готовясь к зиме, пастухи заготавливают сено для скота. При этом сенокос способствует распространению семян трав. Пастбища в уезде Джаосу одни из самых обширных в Китае. Горная система Тяньшань задерживает облака, так что здесь выпадает много дождей. Цяо Чуньцзань вырос на конеферме и очень привязан к лошадям. В детстве я постоянно играл с ребятами. Мы часто ездили вдвоем на одной лошади. Когда мы возвращались, у меня была растерта вся пятая точка. С тех самых пор я мечтал о своей лошади. Цяо Чуньцзань считает, что у лошадей тоже есть чувства. Конь – верный друг человека. Я люблю общаться с лошадьми. Когда лошадь хочет выказать расположение, она бежит для тебя изо всех сил. Тычется в тебя носом, жмется к тебе и просит почесать. Это проявление внимания производит на меня большое впечатление. Сейчас я работаю и занимаюсь любимым делом. Я понял, что это и есть настоящее счастье. Сначала подведи его вот сюда. Пусть поставит ноги. Подводи. Давай. Эй, не стойте тут как начальники. При росте 170 сантиметров в холке, конь по кличке Сисин, западная звезда, является настоящей звездой равнин Джаосу и национальным чемпионом. За последние годы он ни разу не проигрывал. Эти люди надеются, что этот конь вновь выиграет скачки. Для перевозки лошадей используется самый роскошный транспорт на равнинах Джаосу. Внутри установлен кондиционер и поилка. Машины едут по дороге, по которой некогда шел Джан Цань. А еще это была дорога к ферганским лошадям. Великий шелковый путь привел к тысячелетиям процветания, что стало результатом упорства, непреклонности и стремления к славе. В Киргизстане Айян усердно трудится, чтобы воплотить свои мечты. В Италии Цзинь Сяоцин строит новую жизнь. А в глубине гор Кунь-Лунь вот-вот обретут желанное сокровище. В Киргизстане господин Абакиров и его друзья трудятся ради развития своего бизнеса. От этого зависит судьба многих предпринимателей.
Памирский тракт – главная транспортная артерия, пересекающая Киргизстан с севера на юг. Она полностью дублирует участок Великого Шелкового пути. Эта дорога пересекает горы и равнины, устремляясь к южной Ферганской долине, городу Ош. Иероглифы на придорожном рекламном плакате свидетельствуют о тесной связи этих мест с Китаем. Этот нефтеперерабатывающий завод строит китайская компания. В него было вложено более миллиарда юаней. Это крупнейший зарубежный инвестиционный проект и самый большой строящийся промышленный объект Киргизии. «58-летний Джу Цань – генеральный менеджер объекта. До того, как он пришел в этот бизнес, он был специалистом по плодовым деревьям. Джу Цань считает, что строительство завода поможет улучшить репутацию Китая. Почему китайцы так непопулярны во многих странах? Меня всегда очень задевал этот вопрос. Усердный труд – лучшее средство для завершения образа. Эту еду привезли из родной страны за много тысяч километров. Лапша с говядиной – любимое блюдо строителей. Бригады приехали сюда из 16 организаций в разных провинциях Китая. Здесь более 2000 рабочих. Мы из Джуйсяня в Шандуне. Динси, Сычуань, Ланчжоу, из Динси в Гансу, Гуанси. По плану строительство должно закончиться менее чем через 3 месяца. Перед Джуцяном стоит почти невыполнимая задача. Однако у менеджеров из Китая есть свои хитрости. Как нам занять ведущую роль среди партнеров, когда мы приезжаем на стройку за рубеж? Это вопрос. Мы вызвали вас в срочном порядке, не теряйте времени. Материалы на месте. Нужно хорошо потрудиться. Надеюсь, все поняли. Для строителей работа за рубежом очень ценная возможность. Здесь более высокие оклады. Но в то же время многие рабочие страдают от разлуки с семьей. На родине у меня остались родители, сестры и дочь. Когда я приезжал, то видел внучку. Мне ее не хватает. У меня есть родители, жена. Я волнуюсь за маму. О ней некому позаботиться. Все либо слишком старые, либо молодые. Вы видите, как обстоят дела. В июле в этой части Киргизии температура поднимается до 40 градусов. При этом стальные детали раскаляются до 70. Джуцан работает здесь 3 года и уже успел ко всему привыкнуть. Он видел, как в этой пустынной местности идет строительство нефтезавода, следил за тем, как тот постепенно превращался в местную достопримечательность. Как и в случае с большинством китайских строек за рубежом, стройплощадка – это отдельный замкнутый мир. Рабочим нельзя покидать ее территорию без особого разрешения. Их жизнь течет по одной схеме – общежитие, столовая, рабочее место. И все повторяется изо дня в день. В центре Евразии есть горная гряда с высотой пиков более 6000 метров. В глубине этих теснящихся гор по крутым тропам движется группа людей. В противовес современным методам, которые используют на строительстве нефтезавода, эти горняки работают примерно так же, как это делал 2000 лет назад Джан Цань, полагаясь лишь на свои руки и ноги, и на свои силы.
Их работа одна из самых сложных в мире, а профессия одна из древнейших. Их знания веками передавались из поколения в поколение. Уже к ночи они достигли места ночлега в глубине горного массива Кунь-Лунь, на высоте порядка 4500 метров. 20 с лишним человек теснятся перед крошечным телевизором. Фильм о боевых искусствах на уйгурском языке ненадолго дарит им ощущение счастья. На завтра их ждут более суровые испытания. На следующий день горы Кунь-Лунь оказываются под снежным покровом. Температура опускается до -10. Однако горнякам нельзя задерживаться. Только 4 месяца в году, с мая по сентябрь, они имеют возможность добывать нефрит. Здесь много веков добывают нефрит. Почти весь год эти копи скованы льдом, но с ними связаны мечты горняков о богатстве. Здесь добывают знаменитый белый нефрит хэцянь. Раньше, после искусной обработки, хэцянь пополнял сокровищницу китайских императоров. Копи находятся прямо под ледником. На высоте 4 с лишним тысяч метров бывает трудно дышать из-за пыли, которая повсюду. Огонь! 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 Их ждет 10-часовой переход с 5 килограммами нефрита за спиной. Несмотря на то, что хэцянь добывают не первую 1000 лет, технологии практически не изменились. Конечно, не считая взрыва техники. Добытый нефрит рабочие выносят из глубины гор на собственной спине. 3000 лет назад, во времена династии Шан, нефрит хэцянь везли через пустыни и горы в центральный Китай. Маршрут полностью совпадал с более поздним Великим Шелковым путем. 50 сверху. 950 и отдаю. Хорошо, договорились. По рукам? По рукам. Продаю. Покупай дешево, продавай дорого. Этот простой принцип полностью преобразил весь мир. На его основе начался активный обмен товарами, специалистами и даже верованиями. За многие тысячелетия Великий Шелковый путь познал и расцвет, и закат. В нашем новом тысячелетии он переживает исторический момент возрождения. Древние страны, которые он некогда объединял, сконцентрировались на своем экономическом развитии, и Шелковый путь вновь стал единым целым. Айян относится к поколению, появившемуся на свет после обретения Киргизии независимости. Ее муж раньше был прокурором, а сейчас они вместе торгуют на рынке. Пара мечтает обзавестись собственной палаткой. Мы хотим быть вместе. Мы живем вместе. Мы женаты. За что я его люблю?
Он по-человечески ко мне относится. Не курит, не пьет, не шляется, как другие. Заботится о семье. У 22-летней Айян есть 6-летний сын. Дунгани эмигрировали в эти края более 100 лет назад, но при этом сохранили свои традиции, привычный рацион и язык, которым пользовались в Китае. Благодаря знанию языка дунгани стали посредниками в торговле между Китаем и другими евразийскими странами. Тихая семейная жизнь Айян уже изменилась. Мой старший брат живет в Германии. Я звоню ему, и он присылает мне немецкую машину. Хорошая машина. Я могу ее помыть, отполировать и продать на рынке. Это крупнейший в Киргизии рынок подержанных автомашин. Благодаря поставкам товара семья Айян официально в бизнесе. Однако для них это незнакомая область. Им нужно еще многому научиться. Мы покупаем в Германии 2-3 машины в месяц. Но с января дела идут не слишком успешно. За 3 месяца мы продали всего 1 автомобиль. В Киргизстане невероятно низкая таможенная пошлина на импорт, поэтому подержанные машины стоят дешево. В большинстве киргизских семей по 2 машины. Подержанные машины доминируют и на рынке общественного транспорта. В Бишкеке все автобусы относятся к числу списанных в Германии. Однако в жизни Айян произошли и другие перемены. Теперь у нее есть собственная лавка на недавно открывшемся рынке Мадина-Базары. Она все так же торгует игрушками из Китая. По сравнению с Дардой-Базары, на новом рынке куда меньше покупателей, и дела идут не так хорошо. Айян приходится экономить. А господин Абакиров приехал с друзьями в самый отдаленный уголок Киргизстана, где сохранилась нетронутая природа и традиционный образ жизни. Здесь они осознали, в чем кроется настоящая сила Киргизстана. У нас есть 2 ценности, которые мы должны оберегать и продвигать. Первое – это природа. И второе – это самое важное – люди. Уникал Дуин, уникал Пуджин. Вот есть уникальные люди, есть уникальная земля. Вот это нужно оберегать и сохранять, и продвигать дальше. Мед, собранный в горах Киргизии, стал главным экспортным товаром господина Абакирова. С исследований передового программного обеспечения он переключился на производство продукта с традиционно киргизским вкусом. Эти 2 области кажутся абсолютно не связанными, но обе служат воплощению мечты поколения Абакирова о возрождении национальной экономики. Лошади были важнейшими помощниками человека. Людям удалось приручить их 6000 лет назад на территории современной Украины. С тех пор это животное оказывало значительное влияние на эволюцию человечества. На галопе скорость лошади может быть более 60 км в час. Благодаря системе станций с подменными лошадьми, путники покрывали до 400 км в день.
Эта скорость оставалась для человека предельной, вплоть до начала промышленной революции. Проехав без остановок более 1000 километров, рано утром Цяо Чуньцзань наконец прибыл на ипподром на востоке Синьцзянского округа. До начала скачек осталось меньше суток. Подающий надежды чемпион Сисин казался апатичным. Обычно накануне скачек он бывал более возбужденным. В ходе медосмотра у коня был диагностирован грипп. Сисин страдает от лихорадки и кашля. Ветврач команды поставил ему капельницу. Еще рано. Зачем ты так рано вышел? Когда конь бежит резвым галопом, у него повышается температура тела. Жаркая погода ускоряет этот процесс. В центре скакового круга участники помогают лошадям немного охладиться. Для страдающего от лихорадки Сисина повышение температуры во время скачки может иметь фатальные последствия. Конь недостаточно размялся, поэтому команда делает все возможное, чтобы ему помочь. После тщательного осмотра Цяо Чуньцзань решает рискнуть и выставить лошадь на скачки. Раз, два, три! Старт дан. Сисин прекрасно бежит и некоторое время лидирует. Но на втором круге он начинает отставать. Финишную черту Сисин так и не пересек. Снятие с маршрута стало наилучшим выходом для коня с лихорадкой.
Ради победы на этих скачках Цяо Чунцзань и его жокеи напряженно работали в течение нескольких месяцев. Неудачное стечение обстоятельств перечеркнуло все их усилия. Многие другие люди на Великом Шелковом пути тоже напряженно трудятся, исследуя новые места вдоль древней дороги и делясь своими славными традициями друг с другом. На протяжении многих тысяч лет движение по Великому Шелковому пути неоднократно прерывалось и открывалось вновь. Однако кое-что осталось неизменным. Интерес к неизведанному, усердный труд во имя великой цели и неугасимое желание воплотить в жизнь свои мечты. Исток этих стремлений всегда крылся в людских сердцах.